Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим об оказании первой помощи детям при утоплении. Статистика утоплений тревожна. Самой частой причиной смертности взрослых на воде специалисты называют алкогольное опьянение. Вторая по частоте причина – самоуверенность. Люди переоценивают свои возможности и недооценивают риски, связанные с купанием в водоемах. И это приводит порой к трагическим последствиям. Утопление происходит по причине купания в запрещенных местах, ныряния на глубину, а у детей еще и по причине того, что они не умеют плавать. Наибольшее количество утопших в мире – это дети от года до 7 лет. И в половине случаев трагедия случилась тогда, когда родители были рядом. Дети тонут не только в водоемах. Почти все дети очень любят воду. Поэтому они стараются залезть в любую лужу, наполненную ванну, море, речку и даже бочку с водой на даче и в обычное садовое ведро. Но, к сожалению, не умея плавать, дети быстро уходят под воду, начинают паниковать и тонут. Причем порой это может произойти даже в неглубоком месте. Малыши не умеют задерживать дыхание. Они в плаче широко открывают рот, и вода за доли секунды проникает в легкие. Бывает и так, что ребенок пытается задержать дыхание. Но как бы то ни было, в крови накапливается углекислый газ, который воздействует на дыхательный центр. И рефлекторно происходит вдох, и вновь в легкие попадает вода. Затем у ребенка начинается рвота, могут развиться судороги, которые также сопровождаются заглатыванием воды. У некоторых детей в результате вдыхания воды происходит спазм гортани, и дыхательные пути блокируются. В таком случае из-за нехватки кислорода и невозможности дышать ребенок теряет сознание. Выделяют следующие виды утопления. Они отличаются реакцией организма на проникновение жидкости, симптоматикой и последствиями. Истинное мокрое аспирационное утопление, когда ребенок нырнул и надышался водой. При этом легкие заполняются жидкостью. В кровь также поступает много воды. Кровь разбавляется до такой степени, что начинает просачиваться сквозь стенки сосудов. Из-за того, что в организме все органы окутываются кровяной жидкостью, ткани приобретают синюшный оттенок. Сухое, вторичное, асфиктическое утопление. Если ребенок носом захлебнул немного воды, то организм рефлекторно реагирует спазмом трахеи и голосовых связок. Это механическое удушение. Здесь асфиксия может носить отложенный характер. Она может проявиться спустя несколько часов или даже дней. При сухом утоплении кожные покровы белые, бледные из-за удушья. Синкопальное утопление, когда ребенок внезапно уходит под воду. От неожиданности и стресса наступает шок. Реакция организма – остановка сердца. Случается также смерть на воде. С детьми это бывает редко. Вода в этом случае не является причиной гибели. Купание – это лишь обстоятельство. Люди во время плавания, например, получают инфаркт или инсульт и погибают на воде. Каковы же признаки утопления? Если утопающий спасен сразу после погружения в воду, отмечается возбуждение или заторможенность. Возможны неглубокие расстройства сознания. Выражены бледность, одышка, учащенное сердцебиение. При длительном пребывании под водой состояние пострадавшего более тяжелое. Сознание утраченное, сердцебиение нерегулярное, а дыхание, если оно есть, поверхностное. Часто наблюдается рвота и кашель с пенистой мокротой. Кожа бледная, холодная на ощупь, с синюшным оттенком. Возможна клиническая смерть. При этом отсутствует сознание, сердцебиение, дыхание, рефлексы и выражена мышечная атония. О том, как правильно извлекать тонущего из воды, сегодня нам расскажут и покажут сотрудники 15-й пожарно-спасательной части Виктор Ломжев, Андрей Никифоров и Александр Мастеров. Увидев, что ребенок тонет, не теряйте головы и постарайтесь действовать разумно. Именно от слаженности и адекватности ваших действий во многом зависит жизнь и здоровье малыша. Прежде всего, нужно вытащить малыша из воды. Если вы можете вытащить тонущего ребенка из воды, протянув к нему палку, руку или весло, не залезайте сами в воду. В порыве паники ребенок обхватит вас руками и ногами и может затянуть под воду.
Не думайте, что у ребенка не хватит на это сил. Известно немало случаев, когда маленький ребенок утягивал под воду крупных мужчин. Если же вы не можете дотянуться до ребенка рукой или бросить ему спасательный круг, то, подплывая к тонущему ребенку, старайтесь обхватить его сзади, чтобы не дать ему возможность утянуть вас вниз. Если ребенок находится чуть дальше, бросьте спасательный круг или любой другой плавучий предмет. Только помните, такое действие имеет смысл, если вы уверены, что ребенок ухватится за круг. Если он слишком мал или находится в сильнейшей панике, у него такой маневр может попросту не получиться. Идеально, если вы быстренько привяжете круг к веревке, тогда вы без проблем сможете вытянуть малыша на берег. Если же ребенок далеко и вам нужно к нему плыть, рекомендуется вам захватить с собой круг, палку, весло или то, что имеется под рукой. Тогда, не доплывая до ребенка, вы сможете протянуть ему предмет, дабы малыш за него ухватился. Во-первых, такое спасение произойдет быстрее, а во-вторых, ребенок уже не сможет утянуть вас на дно. Первая помощь ребенку, какое-либо время находившемуся под водой, включает в себя следующие мероприятия. Позовите на помощь и попросите вызвать скорую помощь. Положите ребенка на твердую ровную поверхность. Для этого спросите его, как тебя зовут. Именно этот вопрос лучше всего привлечет внимание пострадавшего, если он находится в сознании, пусть даже помутненном. Если он не отвечает, потормошите его, слегка ущипните за щеку, похлопайте по плечу. Не перемещайте пострадавшего без лишней необходимости, так как вы не можете быть уверены в отсутствии травм. При отсутствии сознания убедитесь в наличии или отсутствии дыхания. Для этого приложите ухо к рту пострадавшего. Если пострадавший дышит, его следует повернуть на бок и оставить в таком положении до прибытия врачей. И в это время наблюдайте за пострадавшим каждую минуту, проверяя наличие пульса и дыхания. Дыхательные пути следует очистить от рвотных масс или инородного материала, которые могут привести к аспирации или к закупорке дыхательных путей. Для удаления жидкости из легких не следует проводить компрессию живота, так как ее эффективность не доказана. При отсутствии пульса начинайте наружный массаж сердца. Для этого, если вы правша, поместите основание правой ладони на нижнюю треть грудины, то есть на 2-3 см ниже условной линии, проходящей через соски. Наложите на него основание левой ладони и переплетите пальцы. Руки должны быть прямыми. Нажимайте всем телом на грудную клетку пострадавшего с частотой 100 нажатий в минуту. Глубина прогибания у детей старшего возраста 5-6 см. Не делайте больших перерывов. Отдыхать можно не более 10 секунд. Давайте грудной клетке полностью расправиться после нажатия, но не отрывайте рук от нее. Эффективность искусственного дыхания определяется движениями грудной клетки, которая должна подниматься и опускаться при вдохе-выдохе. После каждых 30 нажатий должны производиться 2 дыхательных движения. Так проводится сердечно-легочная реанимация как у взрослых, так и у детей. Проводить нажатие грудной клетки у ребенка следует с той же частотой и амплитудой, что и у взрослых. У детей до года нажатие на грудную клетку следует проводить 2 пальцами. У детей от года до 7 лет одной ладонью, у старше 7 лет 2 руками. Борьба за жизнь ребенка должна продолжаться до приезда медицинских работников. Когда ребенок пришел в себя, нельзя расслабляться. Ребенка нужно повернуть в устойчивое боковое положение. Обязательно дождаться медиков. Ребенок должен пройти обследование. В любой момент возможна остановка сердца и другие осложнения. О правилах поведения детей на водоемах нам расскажет начальник караула 15-й пожарно-спасательной части Виктор Ломжев. Лето – прекрасный повод отдохнуть на берегу водоема со всей семьей. Но ни в коем случае нельзя забывать о правилах безопасного поведения на воде. Родители должны научить своих детей правилам поведения еще на берегу. Необходимо научить своих детей не только плавать, но и нырять и просто держаться на воде. Это крайне полезный навык, который в будущей жизни ребенку пригодится наверняка и не один раз. Зорко наблюдайте за любыми детьми, находящимися в воде, и за малышами, которые играют камушками на мелководье. И даже за такими детьми, которые уже умеют и плавать, и нырять. Не позволяйте ребенку купаться в одиночестве. Крайне опасно, когда ребенок идет купаться с жевательной резинкой во рту или какой-либо едой. Малыш играет, барахтается, плещется и незаметно для себя самого может вдохнуть эту самую жвачку или кусочек пищи, забив себе дыхательные пути. Не позволяйте детям толкаться и драться в воде, а также подныривать друг под друга, сбивая с ног. Любая шалость, при которой дети рискуют ударить головой о любое препятствие под водой, может обернуться рефлекторной остановкой дыхания и, как следствие, утоплением. Не позволяйте детям прыгать в воду с высоты, с причала, мостика, тарзанки, борта лодки или яхты, если вы лично не знаете глубины в этом месте и состояния дна. Не позволяйте детям нырять в непрозрачной воде.
Если ваш ребенок ныряет, вы должны его видеть под водой. Не позволять детям заходить на глубину и прыгать на волнах. Очень часто такие волны буквально утягивают за собой детей в сторону открытого моря. Если ребенок младше 5 лет, взрослый должен находиться от него в воде, не далее расстояния вытянутой руки. Особенно зорко наблюдайте за купающимися малышами и даже за теми, которых вооружили всевозможными надувными плавсредствами. Подводя итог, напомню, что дети любят игры на воде. Такие забавы полезны, но строго под контролем взрослых. По статистике, 70% несчастных случаев с детьми происходит именно из-за классического недосмотра родителей. Задача родителей – сделать все возможное, чтобы максимально обезопасить своего ребенка от несчастного случая. Именно поэтому малыша никогда не следует оставлять одного, когда он сидит в ванне, плещется в детском бассейне или в море. Рекомендуем вам завести правило, по которому ребенок не должен заходить в ванну дома и в воду на отдыхе без присмотра. В быту следует всегда спускать воду из бассейна, ограничить доступ к любым наполненным емкостям. Чтобы избежать утопления, важно как можно раньше научить ребенка плавать. Следует разрешать купаться детям только в специально отведенных для этого местах. И взрослые должны быть примером для ребенка. Если ребенок не умеет плавать, следует обеспечить его защитными средствами. Напоминайте ребенку правила поведения на воде перед каждым посещением водоема. Наша передача подошла к концу. До свидания, берегите себя и своих близких.